Время новостей Ухты, в эфире Юргана, в студии Любовь Филиппова. Здравствуйте. Глава Коми поздравил всех юных жителей республики и их родителей с Международным днем защиты детей и началом летних каникул. Как отметил Сергей Гапликов, для каждого ребенка лето – это маленькая жизнь. Время отдыха и приключений, новых эмоций и впечатлений. Время, когда по-настоящему ощущаешь беззаботность детства. Но такое возможно, когда ребенок находится под надежной защитой и опекой взрослого. А потому глава республики просит всех взрослых сделать этот период максимально безопасным и интересным для юных жителей нашей республики. Он призывает родителей и старших родственников проводить больше времени с детьми. Потому что ничто не ценится так сильно, как семейные узы, тепло и уют домашнего очага. Время, проведенное в кругу родных и близких, бесценно, заключил губернатор. К поздравлению детей присоединились и власти Ухты. В этот день в городе, несмотря на ненастную погоду, прошло немало праздничных мероприятий. Центральным стал парад колясок. Уже традиционный смотр-конкурс. Впервые его организовали в Екатеринбурге еще в 2008 году. За несколько лет идея настолько прижилась, что парады стали проводить по всей России. Ухта присоединилась к акции одной из первых в 2009-м. О том, как на этот раз прошел парад колясок, расскажет Виктория Науменко. Пасмурная погода первого летнего дня не повлияла на энтузиазм участников парада. По главным улицам города шествует целая колонна родителей с детьми в ярко оригинально украшенных колясках. Некоторые мамы, папы и малыши тоже в костюмах. Финальная точка маршрута – Ухтинский парк культуры и отдыха. Здесь организована развлекательная программа. На открытой сцене для маленьких зрителей выступают такие же маленькие артисты. Это самые юные представители творческих коллективов города. Главная часть программы – сам смотр-конкурс. Каждый год здесь разные номинации. Одна из них всегда соответствует объявленной тематике года. 2017 проходит под эгидой «Года добрых дел». Помимо этой номинации еще 3 – экология, мультгерои и дружная семья. Все участники выбирают направление по вкусу и подходят к задаче максимально ответственно и оригинально. Украшения из бумаги, картона, ярких тканей, ваты, поролона и даже папье-маше. Участвуем в номинации «Год добрых дел». Поэтому я сам работаю в пожарной охране. Отсюда возникла идея оборудовать коляску нашего сына в форме пожарного автомобиля. Потому что пожарные ежедневно, в любое время года оказывают помощь людям. У меня пилотка была, с отпуска осталась, и решили как самолет сделать, а потом МЧС сделать, пожары лесные тушить. Тема экологии сейчас очень затрагивается. В общем-то, мы отразили это в коляске, что каждый из нас в ответе, как будут жить наши дети. Шарик было сделать так больше всего сложно. Папье-маше делали из бумажек. Ну а так помогли. Ребеночек помог, доченька. Каждая коляска, как бы громко это ни звучало, полноценный творческий проект. Со своей идеей, историей, неделями, а иногда даже месяцами подготовки. А потому объявление победителей здесь скорее формальность. Главная идея этого праздника – сплотить семьи. Ведь общая, тем более творческая работа, несомненно, сближает. Виктория Науменко, Олег Белькеев, Юрган, Ухта. Работники сферы культуры Ухты подготовили для ребят множество тематических мероприятий. Одно из таких – концерт и мюзикл. Музыкальное действо развернулось на сцене Дворца культуры, а главными действующими лицами стали сами дети. Их игрой восхитился Андрей Пахомов. 1 июня уже больше полувека считается международным праздником защиты детей. Формулировка может показаться абстрактной, но суть торжества в декларации идей сохранения мира для будущего поколения. Ухтинский городской дворец культуры в стороне не остался. Специально для юных горожан здесь устроили необычный концерт, главными звездами которого стали сами дети. В стороне участников более десятка коллективов зрители оценили по достоинству многочисленными овациями. Галина Шаронова, руководитель детского оздоровительного лагеря, сегодня здесь не только в качестве педагога, но и мамы, чей ребенок в этот день в числе выступающих. Хочется поздравить детей с началом летних каникул и с праздником, с Днем детей. Поэтому сегодня нам устроили такой прекрасный
Прекрасный день. Мы были на концерте. Нам очень понравился концерт. Дети танцевали, пели, даже сказку показали музыкальную «Дюймовочка». Поэтому спасибо всем большое. Пришли сейчас на спектакль «Рок-н-репка». И тоже думаем, что спектакль будет очень интересный, потому что спектакль подготовил «Газпром». И в прошлом году он нам готовил спектакль, тоже было интересно. Поэтому сегодня у нас счастливый, интересный, праздничный день. Посмотрите на детей, они все радостные, счастливые, несмотря на дождливую погоду. Изначально классический по своей форме концерт для детей сменился детским мюзиклом. Название точно соответствует настроению – «Рок-н-репка». По-детски сумасбродный музыкальный спектакль, но с практически профессиональной актерской игрой и голосами, которые мигом завоевали аудиторию. Сегодняшний праздник, не в пример погоде, удался на славу. И улыбающиеся детские лица тому самое весомое доказательство. Андрей Пахомов, Олег Белькеев, телеканал Юрган, Ухта. К другим новостям. Стройплощадка тепличного комплекса, будущий бассейн и рыбопитомник. В рабочей программе вице-премьера Анатолия Князева в Сосногорск было 3 ключевых объекта. Перспективы каждого на месте оценили инвесторы и местные власти. По словам министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, сегодня муниципалитету удалось создать комфортный строительный климат не только для крупных компаний, но и для небольших фермеров. Подробнее обо всем в репортаже Виктории Палкиной. Для будущего тепличного комплекса подготовят 11 гектаров земли. Изыскательные работы уже начались. Впереди проектирование и первые кредитные договоры с банками. Поддержать агропроект готова республика. Есть надежда получить помощь и от федерального центра. Запустить теплицы должны в конце 2018 года. Ставку сделают на огурцы и томаты. Если будет потребность и рынок позволит нам реализовывать другую продукцию, мы с удовольствием будем выращивать все, что угодно в наших теплицах. Тем временем в Сосногорске уже запустили первый этап рыбопитомника круглогодичного цикла. В этих небольших бассейнах выращивают молоть. 350 тысяч мальгов сига выпустили около 2 недель назад. В водных яслях за малышами приглядывают специалисты. Поддерживают температуру, кормят по часам. Задача одна – сохранить максимальное количество рыбы перед выпуском в природные водоемы. Мы стараемся поддерживать, потому что у нас чистота, все. В основном в природе почему погибает рыба? Потому что когда половодье, течение замывает икру, и она уже не может выклюнуться там. Вот почему большой процент потери. А у нас, соответственно, все содержим в порядке, в чистоте, стараемся. А здесь готовится к выращиванию уже товарной рыбы. Есть проект по замене старого оборудования. Процесс станет дешевле в разы. Питомник позволит вернуть утерянные позиции рыбному хозяйству региона, уверен Анатолий Князев. Потеряли в свое время большие объемы. Республика давала где-то в пределах 400 тонн, а на сегодня мы по году завершили в пределах 90 тонн всего. Вот мы эти потери должны восполнять. Кроме аграрных, Анатолий Князев оценил и спортивные перспективы Сосногорска. Будущее района – новый 25-метровый бассейн. На площадке подрядчик работает с начала года. Закончили нулевой цикл фундамента. Начали завозить металлоконструкции для фасада. Цоколь выложен из кирпича, гидроизоляция сделана, обратная засыпка грунта выполнена где-то процентов на 90%. Проложена часть наружных сетей, это канализация, и начали прокладывать водопровод. Сдать объект подрядчик планирует в декабре 2017-го. Стоимость проекта – 130 миллионов рублей. Прежде чем за этот объект взяться, мы оценили все риски, в том числе и финансовые по содержанию этого объекта спортивного. Понятно, что отчасти они лягут, значительной частью лягут на бюджет, но я надеюсь, что коммерческая составляющая, с учетом того, что это новый спортивный объект такого плана на ближайшие 3 района, я думаю, что он будет востребован и заполнен. Объект будет готов принять и республиканские соревнования в следующем году. Плавание для района – новый вид спорта, но здесь уже нашли надежного куратора. Олимпийский призер Александр Сухоруков поможет запустить тренировочный процесс с первого дня работы бассейна. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сосногорск. В эту пятницу, 2 июня, Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В этот день железнодорожники совместно с инспекторами ГИБДД намерены провести специальные акции на привлечение внимания к проблеме безопасности на этих участках. Так, работники дистанции пути будут раздавать различные сувениры автомобилистам и пешеходам, напоминающие о соблюдении правил безопасности.
Такое внимание не случайно, ведь все дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах происходят из-за грубых нарушений водителей при исправно действующей переездной сигнализации. Как правило, автомобилисты не думают о личной безопасности и угрозе жизни пассажиров, в том числе локомотивов. При этом сами железнодорожники свою миссию по оборудованию переездов устройствами, обеспечивающими безопасность движения, выполняют. В качестве примера может послужить охраняемый железнодорожный переезд на станции Ветлосян, а также парк НПЗ Дежнево, которые оборудованы системой фото- и видеофиксации. Руководство Сосногорской дистанции пути призывает водителей транспортных средств к соблюдению правил проезда через железнодорожные переезды. И, к слову, о водительской ответственности. Итог последней массовой проверки автомобилистов в Ухте неутешительный. На 7-м километре автодороги Ухта-Дальний сотрудниками госавтоинспекции было проверено 83 транспортных средства. У каждого 4-го водителя выявлены нарушения. Так, в 14 случаях не было при себе полиса ОСАГО. Один автомобилист не смог предоставить документы на транспортное средство. Зафиксированы и другие нарушения правил дорожного движения, например, пренебрежение ремнями безопасности. Массовые проверки водителей автотранспорта ожидаются и в течение следующей недели. Сотрудники госавтоинспекции устроят рейд на улицах Ухты и пригородной зоны. Ухта готовится к велоночи 2017. Она пройдет в городе 12 июня. Так уже согласован с ГИБДД маршрут движения участников акции. Старт и финиш на Первомайской площади. Там же по окончании заезда пройдут конкурсы и розыгрыш призов от спонсоров. Начало движения колонны в 19:30. Сколько ухтинцев присоединится к общему заезду в этом году, пока неизвестно. Чтобы узнать хотя бы примерное количество, организаторы устроили опрос на своей странице в социальной сети. Пока большинство склоняется к тому, что участников будет не больше 1500. Напомним, в прошлом году велоночь собрала 1612 человек. Это все новости к этому часу. Смотрите наши выпуски также на сайте телеканала jurgen.rf или посредством функции видео по запросу IP-телевидения Ростелекома. Всего доброго и увидимся!